Пекло Чернобыля ликвидатор вспоминает каждый по-своему. Тогда общая беда сплотила людей из разных уголков страны. В экстремальной ситуации они познали цену дружбы и спокойного существования. Чернобыль, черная быль, черная реальность, катастрофа, трагедия тысяч людей и всего живого мира. Припять, 26 апреля 1986 года. Это день, когда мирный атом вошел в каждый дом. Катастрофа унесла невинные жизни и покалечила миллионы судеб. В результате аварии на атомной электростанции почти 42 тысячи квадратных метров территории Украины, более 57 тысяч территории Российской Федерации и около 46 тысяч Беларуси подверглись радиоактивному загрязнению. К ликвидации трагедии были привлечены порядка 800 тысяч человек. В знак благодарности за самоотверженный поступок 30-летней давности чернобыльцы получили медали, почетные грамоты, благодарственные письма администрации городского округа, почетные грамоты региональной общественной организации. Главным для этих людей было не думать о плохом и работать. О льготах, о собственной безопасности никто и не задумывался. Тогда все руководствовались тем, что это надо – помочь станции, попавшей в беду, и значит, самим себе. С экстремальной командировки возвращались с чувством исполненного долга. До Чернобыля на здоровье никто не жаловался. Все произошло потом. Стали мучить головные боли, ныть кости, появились проблемы со сном. Но несмотря на все это, чернобыльцы не унывают. Привычка находить во всем хорошее появилась у этих людей именно после катастрофы. Там они поняли, что пока есть возможность радоваться чему-то, нужно это делать. Всем бы так относиться к жизни, но только без опыта экстремальных ситуаций. Луиза Мустафина, Игорь Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.